Здесь совершал молитву Азрити Али, зять пророка Мухаммеда. На камне остались следы его ног. Именно поэтому местность назвали Кадамджай. История, высеченная на камне, эта местная достопримечательность в городе Кадамджай привлекает массу верующих и паломников. Не исключение и члены партии Кыргызстан, которые вот уже третий день посещают города юга страны. И не случайно, что поездка по Баткенской области началась с главной достопримечательности района. Главная задача в программе партии – создание нравственного Кыргызстана. То есть граждане должны знать историю и культуру для нравственного воспитания. Члены партии Кыргызстан, как и положено по традиции, прочитали на месте молитву. Кроме духовного воспитания, в программе партии предусмотрены конкретные шаги по поднятию экономики страны. Яркий пример – строительство завода по добыче и переработке известняка. Проектная стоимость превышает $1 миллион. На этом заводе планируется производить 50 тонн продукции в сутки. И все это создается партией Кыргызстан. Мы собираемся построить здесь 4 печки. Трудится пока 100 человек, но в будущем предусмотрено увеличить рабочие места до 500 человек. Здесь мы собираемся открыть и завод по производству цемента. Вообще, к созданию рабочих мест и развитию производства в стране партия Кыргызстан уделяет особое внимание. Проекты в Баткенской области не исключение. Подобные примеры есть практически в каждом регионе. Самая главная задача – уменьшить количество трудовых мигрантов путем развития собственного производства. Партия Кыргызстан создала более 100 предприятий. Мы создаем рабочие места для тысяч граждан и платим многомиллионные налоги. Главная задача – уменьшить поток трудовых мигрантов из Кыргызстана. Хватит просить помощи у соседей. Мы сами скоро будем оказывать поддержку другим государствам. В программе нашей партии основной упор делается на развитие реального сектора экономики, на открытие новых производств и созданию новых рабочих мест. Все эти слова были сказаны во время встречи членов партии Кыргызстан с жителями города Кадамджай. На стадионе собралось более 7 тысяч человек. А это те, кому в этот день особенно посчастливилось. Молодожены Бактыбек и Шахсаным сегодня получили поздравления не только от родных и близких, но и членов партии Кыргызстан и звезд отечественной эстрады. Я даже и представить себе не мог, что сегодня состоится концерт прямо в день нашей свадьбы. Спасибо партии Кыргызстан. Звезды эстрады исполнили известные хиты. Там же состоялась презентация новой партии Кыргызстан, члены которой после концерта направились в Нарынскую область.